Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Я хочу всех поблагодарить и поприветствовать за тот интерес и внимание, которое вы проявили к нашей сегодняшней встрече. Встречи связаны с очень такой темой, которая, наверное, связана с историей города, судьба которой сделала ее, может быть, не такой известной, но на самом деле это очень важная история не только в судьбе этого поселения, но и в истории России, в истории народов Поволжья, оказавшая огромное влияние на развитие и формирование в последующем и государственного устройства Улусу-Джучи, Золотой Орды периода хана Узбек. Я, с вашего разрешения, присяду. У нас основная презентация будет в экспозиции. Я чуть-чуть о ней сейчас скажу, потому что экспозиция – это выставка, которая как раз построена на археологии Наравчата и показывает результаты исследований, которые проводились почти последние 100 лет. Говоря об этом городе, он присутствовал в письменных источниках, его упоминали. Локализация его расположения была неизвестна, и он оставался таким таинственным городом, который историки через запятую, как в числе многих городов, упоминали. И поэтому он не представлен в описании истории и России, и истории Улусу-Джучи. Поэтому он появился на свет как место, как объект исследования благодаря археологическим исследованиям, археологическим работам. И здесь надо сказать несколько слов об истории начала изучения этого города. Оно связано с замечательным подвижником, ученым, исследователем, который был из Саратова, работал в Пензе. После революции, когда многие творческие люди, вдохновленные революцией, увлекались изучением истории края, это было очень мощное такое движение, которое позволило создать очень важные и значимые исследовательские объединения людей, и позволившие начать работы в числе таких исследователей. Например, можно назвать, которые появились в рамках этого подъема. Это Балат, который занимался исследованием нового и старого сарая, его известная работа «Волжские Помпеи». Это работы, которые протекали в Казани, это работы Худякова Михаила Григорьевича. И во многих городах в этот период мы видим такой подъем. И здесь, говоря о Наравчате, надо отметить, что на него еще обратили исследователи Казанского университета в начале XIX века, когда на монетах, на некоторых отдельных, встречалось на чекан место производства монет Нарачать. Он был известен по письменным источникам, и одно из населенных пунктов на территории России получил название Наравчат. Такой город есть в Пензенской области, недалеко от границы с Мордовией. Но увязать его с древним городом и определить местоположение оставалось открытым. И вот во время Первой мировой войны, удивительный такой факт, один из местных, находящихся в госпитале солдат, обратил внимание на материалы, которые были получены местными жителями в ходе работы в огородах, в ходе земляных работ. Он сталкивался с археологическими работами. Этот человек, когда жил в Саратове и участвовал в работах на территории Укека. И собранные материалы он отправил в Пензу. В результате это вызвало большой интерес в работах, связанных, которые проводил исследователь Самас Кротов по анализу монетного чекана, который происходил из этого места. По многочисленным находкам он предположил, что здесь находится Золотоордынский город. На это указывали многочисленные остатки кирпичных изделий, на это указывали остатки металлургических производства, продукции. И надо сказать, что Кротов смог не только выделить этот материал, но он, опять же, тот подъем, который переживал в России творческие люди, интересующиеся своим краем, смог общими усилиями на небольшие средства организовать работы на территории, где были найдены эти предметы. Его поддержали местные краеведы из города Наравчат. И в результате
проведенных небольших для своего времени работ в течение 2-3 сезонов был получен материал. И на основе этого материала Кротов пришел к очень важным выводам. Во-первых, в ходе исследований он обратил внимание, как уже было это в начале, что именно с этой территории большинство монет связано с начеканом 2 городов – Мохша и Наравчат. На этом основании он предположил, что это и есть город Наравчат, в который входила в область или в улус Мохши. Второе. В ходе исследований он выявил большое количество остатков каменных строений. Это мечети, мавзолеи, бани, торговые постройки. К сожалению, тогда им было исследовано только несколько объектов. В частности, им были собраны материалы каменной архитектуры от соборной мечети, которая располагалась в Наравчате, что указывало на значительную роль и место этого города в прошлом. Каменные детали характеризовались большой, хорошей обработкой, детальной резьбой, вы их увидите в экспозиции. Сейчас эти предметы хранятся в 3 музеях. Часть в самом Наравчате, часть в Пензе и часть в Саратовском музее. Сейчас вот идет работа по подготовке публикации этих каменных деталей от этой постройки. При этом были исследованы еще ряд каменных построек, было исследованы кирпичные здания, каменные здания. Получен очень интересный материал о богатом декоре фасада в виде поливных изразцов, которые были найдены в раскопе. И эти материалы позволили им подготовить работу. К сожалению, работа при жизни не была опубликована. Только в этом году вот, совместными усилиями с Наравчатским музеем и Татарским общественным центром в Пензе работа рукописная была оцифрована, сделан макет, и вышла книга, написанная Кротом еще в 40-е годы 20 века. Она как раз суммирует тот материал, который был накоплен. Конечно, работы, которые он начал, они обратили внимание на этот город, его вклад занял достойное место, но исследования на долгие годы в последующем прервались. И только 80-е, 90-е годы, благодаря работам таких исследователей, как Алихова, Зеленеев, Белорыбкин, работы возобновились, и их результаты подтвердили те выводы, которые были сделаны в свое время Кротовым на материалах предшествующих исследований, и позволили Наравчат включить в понимание как крупного исторического города эпохи Улуса Джучи Золотой Орды. Что же собой представлял этот город и как он возник? Наравчат известен, и его появление с таким именем относится к периоду правления хана Узбека. Хан Узбек, придя в начале XIV века, в 1312 году к власти, происходя из рода Джучи, из сына Чингисхана, был воспитан в детстве в Хорезме. Хорезм – это один из центров мусульманской культуры, и он был очень привязан к этим религиозным воззрениям, к мусульманской культуре. И придя к власти, он начал большую программу по реформированию Улуса Джучи. Он начал реализовать крупные проекты по развитию и строительству городов, развитию торговли. В этот период строятся огромные города, производственные центры. Это Сарай-аль-Махруса, Сарай-аль-Джадид. На Нижней Волге и в целом по Поволжью возникают сотни городов, поселений. Высокого уровня развивается сельское хозяйство. В степной зоне в этот период устанавливается спокойное, стабильное развитие, широко развивается земледелие. Практически в этот период осваиваются черноземные зоны, которые в последующем будут осваиваться только к XVIII веку, после большого перерыва, который произойдет после распада Золотой Орды. И этот период он характеризуется вот именно теми реформами, которые проводил хан Узбек. При этом надо отметить, он вносит очень серьезные изменения и в правовую основу Золотоордынского государства Улуса Джучи. Он вносит изменения в основу Монгольской империи, которая лежала в основе ее создания, в основе концепции справедливости, единства, культурного многообразия, которая закладывалась в ЕСе. Это равенство, это концепция, связанная равенство в религиозном отношении между различными религиями и невозможности верховенства какой-либо веры над другой. И задача власти именно поддержания
стабильности развития хозяйственной жизни, стабильности развития социума и, безусловно, и религиозных отношений. Хан Узбек официальной и государственной религией провозглашает ислам. Это становится очень серьезным противостоянием его предшествующим элитам, которые были традиционно в своем представлении ориентированы на яссу и исходили из концепции, которая определила сложение и формирование Монгольской империи. Это приводит очень к сильному противостоянию в основных столичных центрах Золотой Орды, и как это часто бывает, когда правитель проводит реформы, у него наступает противостояние с правящими элитами, он переносит столицу, чтобы уйти от того политического центра, где сконцентрировалась та политическая элита, которая может ему противостоять. Таких примеров очень много. Это связано с переносом, даже вот столица Петром из Москвы в Петербург, тоже один из тех примеров. И таких примеров много в истории. В этот период он своим столичным центром, он провозглашает ислам в 1321 году, и своим столичным центром он делает Наравчат. Что было на этом месте до возникновения этого города? К сожалению, на сегодняшний день археологических работ на Наравчате недостаточно пока. Мы не можем однозначно сказать, было ли на этом месте какое-либо поселение. Предшествующие исследования показывают, что город формируется только в период Золотой Орды и с периодом хана Узбека. Но в работах наших пензенских коллег, небольших работах, есть и материалы, которые указывают, что, возможно, там было небольшое поселение, которое предшествовало монгольскому завоеванию этой территории до начала XIII века. Конечно, это задача будущих исследований, я однозначно не могу это утверждать. Но хан Узбек проводит очень значительную, серьезную работу по строительству этого города. В чем это выражается? Во-первых, он строит огромную, большую каменную соборную мечеть. Здание по своим объемам, по габаритам, ну, если сравнивать, можно сопоставить с соборной мечетью в Болгаре. Это соборная мечеть Болгаре, это здание 40 на 40 метров. Ну, для тоже представления, Благовещенский собор в своей основе до строительства его кафедральной части в XIX веке в основании 22 на 22 метра. То есть это огромное монументальное сооружение, которое возводится ханом Узбеком на территории Наравчата. Второе, он для обеспечения динамичного развития города строит большие производственные район по изготовлению кирпича. Где-то около 1,5 гектаров территорию занимают печные горны по выжигу и изготовлению кирпича. Начинается массовое кирпичное строительство. Возводятся бани, возводятся небольшие мечети, дома состоятельных людей. Город приобретает планировочную структуру. И как большинство золотоордынских городов, оно не имело укреплений. Площадь города в период своего расцвета достигает почти 300 гектаров. То для сравнения Болград, он тоже около 400 гектаров, это огромный город для своего времени. Археологические исследования показывают обширные торговые связи в целом в Евразии, это предметы есть в Средиземноморье, Причерноморье, Дальнего Востока, Китая, Средней Азии, Ирана, указывающие на высокий элитарный характер и население, которое жило на этой территории, так как эти изделия требовали значительных ресурсов для их потребления, получения, и указывая на статус этого города. Вокруг центральной части города возникают обширные большие усадьбы, вероятнее всего, зажиточных, состоятельных людей, потому что в ходе исследования этих усадеб мы фиксируем кирпичные постройки, кирпичные бани внутри этих усадеб, то есть эти частные были постройки, небольшие кирпичные, где-то размерами в 15 на 15 метров. Ну, в принципе, это большое здание, но это усадьба одного человека была, он мог себе такое позволить. Но таких усадеб несколько, они формируются вокруг центральной части Наравчата. Важно отметить, что при хане Узбеке сразу же вот в начальной части формирования Наравчата начинается массовая собственная монетная чеканка. Она чеканится с указанием двух эмитетов, двух обозначений. Это одно из них это эмитет Мокша, Мукше, и второе это Наручать. Наиболее широко распространен именно обозначение Мукша. Поэтому в исторической науке существует и дискуссия, это город Мокша или Нарачат. Исследователи сегодня имеют склонение больше к пониманию, что это область Мокша и город Наручать, где и изготавливались эти монеты. То есть
место чекан, вероятнее всего, находилось непосредственно в городе. Важно отметить, что город продолжал свое развитие, он занимал очень важное место в формировании общего пространства, культуры, которая складывается в восточной в этот период в Европе. Оно тесно связано с русскими княжествами и нахождение здесь, правда, в короткий промежуток, вот только вероятнее всего в 20-е годы, пока были устранены соперники хана Узбека, противостоявшие его воле по принятию ислама как государственной религии. Это отмечается, потому что после хана Узбека многие его ближайшие родственники, династии, связанные с родом Бату, пресекаются. Это становится причиной вообще гибели рода Бату. Последующие правящие династии ханов Золотой Орды позднее уже в 15 веке будут связаны с родом сына Джучи, это Шейбаниды и Тука-Тимуриды. А род Бату после вот этой жесткой расправы над своими соперниками узбеком в последующем теряется, и его роль уменьшается, и в последующем исчезает этот род и практически представлен только единичными лицами. Узбек, даже покинув Наравчат, сохраняет ту роль, которую этот город играл. Практически весь период XIV века и практически, можно сказать, до начала XV века в этом городе чеканится собственная монета, и серебряная, и медная, указывающая на значительную экономическую роль ее в этой области. То есть монета на чекан – это очень значимый показатель о той роли, которую тот или иной центр играл в регионе и определял экономическое развитие в этот период. При этом надо отметить, что в самом городе в этот период проживало разное по своему составу население. Это было и тюрко-мусульманское население, и мордовское население, и русское население, о чем говорят предметы, которые найдены на территории Наравчата, указывающие на разные культурные традиции населения, которое обитало там. При этом надо отметить, что фиксируется и процесс мусульманизации. Если в начальный период Наравчата еще фиксируются мордовские языческие захоронения, то их доля уже к началу 15 века практически уменьшается. То есть это свой характер, вот этот вот мусульманизации и развитие, он находил отражение в той политике, которую проводил хан Узбек, и это влияло и на местное население. Говоря о Наравчате, еще важно, наверное, интересно, и возникает вопросы, откуда это название Наравчат, что оно значит, о какого происхождения. Есть несколько версий, три основных, я на них только остановлюсь. Это одно из них связано с женским именем, увязываемое с мифической, легендарной мордовской правительницей Наручать, которая увязывает появление ее в период Золотой Орды и противостояние с золотоордынскими ханами и последующем сохранении ее имени в названии города. Второе – это Нуриджан, потому что в монетном чекане в арабском писании именно Нуриджан имеется на имитетах монеты. Третье – Нарачать на санскрите, на распространенном у монгол, связано с буддизмом, обозначает место обретения веры. В принципе, у всех трех вариантов есть такая достоверность, некая убедительность названия, но мы с чем это связано, чем подтвердить по письменным источникам не можем, вот по языковому своему своеобразию вот такое обозначение. При этом есть еще и мордовское обозначение, низменное место у рек. Действительно, Наравчат он расположен в слиянии двух рек, это такое достаточно пологое место, и, возможно, топоним тоже мог повлиять, это вот четвертый вариант, который имеется в названии, в происхождении названия. Важно также здесь обратить внимание и на судьбу этого города, как развивался, что с ним стало, роль, которую он сыграл. Безусловно, Наравчат, став крупным городом с развитой городской инфраструктурой, с благоустройством городским, с системой улиц, торговыми рядами, был не только тем экономическим и политическим центром, который притягивало к себе и определяло развитие этой территории, но и в периоды конфликтов становилось объектом противостояния. Противостояние это приводило к различным конфликтам в борьбе различных региональных элит, которые в борьбе с друг другом совершали походы на те политические, экономические центры своих противников. И, конечно, Наравчат
в этом противостоянии, особенно во второй половине XIV века, не остался в стороне. И упоминаются и те столкновения, походы различных беков, князей на Наравчат, обусловленных противостоянием в рамках политической нестабильности, которая переживала во второй половине XIV века Улус Джучи. Другим фактором, который сильно также повлияло, это вопросы, связанные с несколькими вспышками чумы в Восточной Европе в XIV веке. Это 40-е годы XIV века и 80-е годы XIV века. 40-е чума пришла с востока и пошла на запад, прошла по Европе. По Европе она вернулась в 80-е годы, через 30-40 лет, обратно на это место, и второй раз тоже очень сильно оказала влияние. Конечно, от чумы страдали те места, те районы, где наиболее плотные, густозаселенные районы, к которым относились города, и, конечно, городское население от эпидемии сильно страдало. Вот эти факторы, которые накладывались друг на друга, они оказали сильное влияние на развитие города, он переживал упадок, и, находясь на границе степной и лесной зоне, оказывался вовлечен во все эти конфликты. В последующем город, вероятнее всего, играл очень важную политическую роль, и в последующем происходило перемещение и населения с его территории. Здесь важно отметить один из факторов вовлеченности и русских княжеств. Именно в 15-16 веке, уже в конце XIV века, можно сказать, на службе московских князей и вообще русских княжеств появляется многочисленное служилое воинское татарское население. Именно эта пограничная зона становилась тем местом перехода и включения служилого татарского населения на службе русских княжеств. В последующем это стало основой их вовлечения в формирование русского государства. Это повлияло и на элементы культуры, традиции. Восточная одежда становится модной в правителей многих русских княжеств. Это вот как раз этот момент нахождения такого крупного городского центра становился определенным эталонным, образцом, то, что воспринималось и входило в общую культуру. Оно в этот период было неотъемлемой частью того пространства, которое складывалось в рамках Золотой Орды. Значение этого политического центра, оно, вероятнее, сохраняется и в позднее. Мы видим это появление на этой территории в последующем в 15 веке небольшой крепости, 70-80 километрах от Наравчата, от Рясы. Ставшего важным центром, он упоминается в различных источниках, в том числе и русских, указывая на его роль как политического центра для этой территории. И в последующем, вероятнее всего, и выбор Касимова как одного из центров, и до этого приход сюда Улуг Мухаммеда, который понимал о возможностях экономических на этой территории, предопределил и появление Касимовского ханства. То есть вот этот центр мусульманской культуры, вот этот центр, связанный с историей Золотой Орды, он оказал формирование в лесной зоне очень своеобразной, яркой материальной культуры, которая предопределила формирование здесь мусульманского татарского населения. Говоря об этом городе, надо также отметить, что сейчас вот город Наравчат, он находится на большей части этого исторического города. Это очень интересный такой небольшой районный городок с очень хорошо сохранившейся провинциальной городской архитектурой, характерной дореволюционному времени. В городе сейчас существует около десятка музеев, посвященных разным людям, разным событиям, связанных с его историей. И одно из интересных, важных мест в музее города Наравчат занимает раздел, посвященный тем материалам, которые были получены в ходе археологических раскопок и которые были представлены в различных материалах, документах, которые сохранились в архивах об этом городе. И, конечно, вот возможности исторического потенциала этого города предполагает продолжение, безусловно, и исследований. Мы планируем в ближайшие 5 лет работы проводить. У нас есть определенный план на решение этих вопросов. Это вопросы, связанные с фортификацией, связанные с планировкой города, городской застройкой, исследованием монументальных сооружений, объектов. В ходе исследований применяются и разные современные методы, это и геофизика, это и лидарные съемки,
позволяющие нам локализовывать и выявлять находящиеся под землей объекты, и их локализация позволяет их системно и целенаправленно исследовать. Также, говоря о городе и Наровчате, надо подчеркнуть, что в последние годы он становится туристически привлекательным местом. Там очень часто приезжают из разных регионов люди, интересующие историей. Кроме вот этой составляющей в Наровчате, связанной с музейным пространством, древним городом, на этом месте, это, конечно, безусловно, вот то пространство, которое складывалось вокруг этого города в разные периоды. И, конечно, работы, которые сейчас мы ведем, я думаю, позволят нам подойти к пониманию тех и ранних этапов истории Наровчата, потому что еще в домонгольский период на этой территории проживало болгарское, тюрко-болгарское население, мусульманское население и мордовское население. Здесь формировалось очень сближение культурных традиций, и вот эти процессы, которые предшествовали Наровчату, те процессы, которые определяли его процессы развития, существования и последующем прекращении развития, мы ставим задачи, чтобы понять и исследовать. И надеемся, что в результате наших работ, тех материалов, которые были получены в предшествующие годы, удастся пролить свет на историю этого города, понять его место, и понять его особенности, специфику, узнать ранние этапы его становления и развития. Вот, наверное, некоторые основные вопросы, связанные с Наровчатом, с тем, как он у нас сегодня представляется, как он сегодня представлен в различных материалах.